Добрый вечер. Сегодня 6 апреля. Это 769-й день аннексии Крыма. Новости на АТР. В Симферополе вновь начались массовые задержания и проверки. Сегодня с 9 утра по рынкам крымской столицы прошла волна задержания людей неславянской внешности. Об этом сообщает в Фейсбуке юрист Жан Запрута. Также он разместил видео, на котором людей привезли на улицу декабристов и держат во дворе. Запрута отмечает, что это не первое задержание за последние дни. В пятницу из кафе «Багдад» увезли 35 крымских татар. Позже их отпустили. Вчера силовики в масках и с оружием приехали в пекарню в районе Марьино. Там задержали 2 граждан Узбекистана. Проверив документы, их тоже отпустили. Арестованных по делу 26 февраля снова не доставили в суд. В Симферополе началось судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов обвиняемых по делу 26 февраля. Защита требует отменить постановление судьи Галины Редько о продлении срока содержания Ахтему Чийгозу, Али Асанову и Мустафе Дегарменджи. Рассмотрение жалобы происходит без участия подсудимых. В зал суда пустили только адвокатов и общественных защитников. Обвиняемые снова участвуют в заседании дистанционно с помощью видеотрансляции. Крымского политзаключенного, активиста Евромайдана Александра Костенко ущемляют по национальному признаку. Об этом заявляет его адвокат Дмитрий Сотников. Костенко приговорили к 4 годам лишения свободы. Его признали виновным в якобы нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения «Беркут» в Киеве в 2014 году и хранении частей оружия. Он отбывает наказание в колонии Кировской области России. Это колония для бывших сотрудников правоохранительных органов. У нас Александр до революции достоинства был участковым в Крыму. Вот. Условия там, общее, в принципе, общий режим, это не такие жесткие условия, как говорится, где можно как-то злоупотреблять. Вот. Но несмотря на это, он говорит, что к украинцам, которые там с ним находятся, к нему есть определенные притеснения по национальному признаку. Вот. Большинство ребят, которые с ним сидят, они по национальности чеченцы, в силу специфики данной зоны, что это зона для бывших сотрудников. Вот. Поэтому, конечно, ему там сложно. В Крыму пропавшими считаются 22 человека, большинство из которых крымские татары. Об этом на встрече с иностранными журналистами сообщил уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Лидер крымских татар также не исключает, что в ближайшее время из-за судебного процесса о запрете Меджлиса репрессии против крымских татар усилятся. Традиционная у них форма – это давить, сажать, старые традиционные советские формы. Свои вооруженные подразделения, батальон. Но основная задача этого батальона, конечно, не будет вооруженное освобождение Крыма. Слишком для этого у нас возможности ограничены. Не исключается, что если там начнутся какие-то кровавые вещи, чистки этнические, то этот батальон, видимо, будет приходить на помощь своим соотечественникам, чего бы это им ни стоило. Поэтому многие они называют себя батальоном смертников. Сегодня в Нидерландах проходит референдум. Голландцы могут проголосовать за или против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Избирательные участки открылись в 7:30. Работать будут до 9 вечера. Чтобы результаты голосования признали, проголосовать должна треть голландских избирателей. Результаты референдума несут рекомендательный характер и не обязательны для исполнения. Однако президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что отрицательный результат нідерландського референдума буде вигіден Росії. Угода про асоціацію передбачає, що Україна дотримується європейських стандартів і поважає європейські цінності. Мова йде не про вступ Києва до Євросоюзу вже завтра. Ні. Це наша реакція на бажання сотень тисяч українців, які 2 роки тому вийшли на Майдан і заявили: ми хочемо бути в Європі, хочемо, щоб наша держава була вільною від корупції, щоб у нас панувало верховенство права, щоб Україна мала європейську перспективу. А суть полягає в тому, що угода про асоціацію з Україною допоможе нідерландським фірмам, компаніям, інвесторам, адже мова йде про торгівлю з ринком країни, яка має 45 мільйонів населення. І я думаю, що для Нідерландів, які є одним із чемпіонів вільної торгівлі, буде дуже важливо покращити відносини з Україною, що може статися, якщо угода про асоціацію набере чинності. Президент Украины Петр Порошенко объяснил, зачем ему панамский офшор. Во время пресс-конференции в Японии, куда он прибыл с официальным визитом,
Президент подчеркнул, создание офшоров для передачи активов в слепой траст было необходимостью. Оказалось, что банк Ротшильд, где он разместил активы своего бизнеса, не сотрудничает с украинскими банками. Одразу ж, коли я став президентом, то заявив, що передаю увесь свій бізнес в цілком прозорий сліпий траст найбільшого інвестиційного банку у світі. Тепер я можу назвати цю установу – це банк Ротшильд. Створення спеціального підприємства є цілком нормальною практикою. Я зробив це не для мінімізації податків, я не робив цього таємно. Усе відбувалося відкрито. Про це повідомляли українські ЗМІ. Моє ім'я було офіційно зареєстроване. Ця компанія не відкрила банківського рахунку, вона не отримала жодного пенсу з України. Єдина мета полягала у веденні прозорої діяльності при відділенні бізнесу президента України від політики. Я планую провести важливу реформу, яка унеможливить використання офшорних компаній та рахунків в Україні. Це важлива частина наступного етапу в моїй програмі реформ. В деле Василия Ганыша допросили свидетеля. Сегодня в Киеве в Днепровском райсуде продолжили рассматривать дело по экс-депутату Крымского парламента Василию Ганышу. Его подозревают в госизмене. Суд длился 3 часа. Подробности в сюжете. Сегодня свидетелем на суде выступает главный редактор Черноморской телерадиокомпании Александр Янковский. Именно Черноморская предоставила видео, где Ганыш сидит в сессионном зале Крымского парламента, когда принимали российскую конституцию в Крыму в 2014 году. Янковский еще не успел дойти до трибуны, а адвокат обвиняемого и сам Ганыш уже против. Моє глибоке переконання, свідок Янковський є людиною, яка знаходиться під впливом. Під впливом конкретно працівників прокуратури Автономної Республіки Крим. Тому що він вже 2 рази допитувався. Жодного тиску з боку органів прокуратури на мене не вчиняється. Александр Янковский рассказывает, журналисты Черноморской телерадиокомпании были в сессионном зале. Был там и Ганыш. Это есть на видео. Чи робили журналісти Чорноморської телерадіокомпанії репортаж з місця подій? Так, робили. Я дивився багато матеріалів. Були відеосюжети російських телеканалів. Вони могли туди вільно заходити. Це були телеканали там ОРТ, здається, НТВ і так далі. Це були кримські телеканали, ДТРК Крим, який тепер називається Перший Кримський. Це був кримський ще один телеканал АТР, який зараз знаходиться тут в Києві і продовжує свою роботу. Звісно, він відрізняється, і зйомки відрізняються від наших зйомок, але я бачу там ті самі обличчя, ну приблизно, да, там ті самі люди знаходяться у сесійній залі Автономной Республики, Верховной Рады Автономной Республики Крым. Прокуратура просит также опросить в суде сотрудников СБУ, которые задерживали Ганыша на границе между материком и оккупированным Крымом, так как на одном из последних заседаний суда подозреваемый заявил, при задержании нарушили его права. В судовому засіданні він скаржився на порушення при затриманні, його доставлення до слідчого судді, порушення процесуальних строків. Тому вважаю, що ми маємо з'ясувати всі ці обставини. Окремі епізоди, які не мають жодного відношення до обвинувачення Ганыша Василя Васильовича. Ми вважаємо, що такими діями сторона обвинувачення затримує розгляд справи. Заслухавши думки учасників судового засідання, колегія суддів на місці ухвалила клопотання сторони обвинувачення свідків задовільнити. Прокуроры также просили пригласить и врачей, чтобы те засвидетельствовали состояние здоровья Ганыша. Судьи ходатайство отклонили. Следующее заседание назначили на 13 апреля. Ждут сотрудников СБУ. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Переселенцы из Крыма и Донбасса требуют юридической помощи. Об этом шла речь на круглом столе с участием представителей власти и общественных организаций. Представители общественности считают, что чаще всего органы социальной защиты видят в переселенцах неравноправных граждан Украины, а людей, которые хотят получить незаконную выгоду от государства. Поэтому заставляют их доказывать свое право на образование, медицинскую помощь, пенсии и другие социальные выплаты, являющиеся обязательными. Без помощи юристов временно перемещенным не обойтись. Минюст Украины разработал изменения в законы, которые могли бы упростить доступ к этой бесплатной помощи. Общественные активисты эти изменения поддержали. С одной стороны, должны менять законы,
а с другой стороны должны интерпретировать законы в пользу вынужденно перемещенных лиц, потому что там были разные варианты интерпретации. С одной стороны можно, с другой стороны нельзя. Но пока мы поменяем законодательство, мы должны обязательно інтерпретувати закони в пользу них. Через те, що у нас немає державної стратегії щодо окупованих та непідконтрольних територій, у нас немає державної стратегії щодо внутрішньопереміщених осіб та громадян, які проживають на непідконтрольних та окупованих територіях. Через те у нас кожне міністерство по-своєму намагається вирішувати цю проблему. І це стосується не тільки центральних органів влади, це стосується і Верховної Ради України, тому що серед депутатів теж немає єдиної думки, що робити з цими територіями, як їх повертати, як їх реінтегрувати, що робити з цими людьми, чи їх захищати, чи захищати їх майнові права, чи захищати їх соціальні права, чи навпаки звинувачувати їх у тому, що відбувається зараз на сході України. В Україні відсутній єдиний координаційний або координуючий орган, який би забезпечував єдину комплексну скоординовану політику щодо внутрішньо переміщених осіб, який охопив би і питання emergency response, тобто оперативного реагування на проблеми, і питання безпеки, і питання соціального захисту. І Україна так чи інакше має розуміти, що вона має підійти до вирішення питань земельних, житлових або прав на землю, житло і майно осіб, якщо це майно було втрачено або знешкоджено. Как живут в Киеве женщины-переселенки? Ответом на этот вопрос стала премьера форума представления «Радужные замки» о судьбе женщин, переехавших в столицу из Луганской, Донецкой областей и Крыма на протяжении последних 2 лет. Спектакль сыграли в культурном пространстве «Аутономус» в Крымском доме. Организовали события театра для диалога и «Крымсос». На событии побывали наши коллеги из информационной службы «Крымреалии». Сегодня мы все здесь для того, чтобы посмотреть форум-спектакль, который называется «Радужные замки», об историях женщин, которые приехали в Киев в течение последних 2 лет. Ну, главная героиня – это основной персонаж, да, которого угнетают со всех сторон. Почему? Потому что помимо того, что она с ребенком, да, она еще и переселенка. То есть это вдвойне давление идет от социума, невосприятие как переселенцев, да, так и маленьких детей, вот, особенно в соцслужбах, потому что я сама мама, как видите, и на самом деле в моей жизни это тоже было, то есть играется по моей жизни. Нарушаются ли ваши конституционные права? С таким вопросом обратились к жителям Москвы журналисты радио «Свобода». Многие считают, что права у них есть и немало, а некоторые из них нарушаются в России довольно часто. Да много вообще нарушается. Ну, по крайней мере, та самая 31-я статья, по поводу которой Лимонов у нас постоянно выходит. По поводу свободы слова у нас ее нету, я считаю. Ну, тут как бы 50 на 50. То есть виноваты и мы, что мы не требуем этого более ярко. И с другой стороны, конечно, виновато начальство, которое плюет на нас. Прям что-то одно выделить сложно, на самом деле. В России практически, я бы сказала, ничего не соблюдается. Все, что направлено на благо человека. Потому что правительство думает именно в своих политических целях всегда. А нас, о людях, к сожалению, в последнюю очередь все. Возможно, на свободу вероисповедания. У меня существует целый ряд прав, которые, на мой взгляд, нарушаются. Свобода слова, например, как известно, часть митингов разгоняется и так далее. Свобода вероизъявления, насколько мне известно, порой тоже существует ущемление, по крайней мере, я об этом много читал. О подготовке к конкурсу Евровидения представителям крымско-татарского народа рассказали Джамала и ее продюсер Игорь Тарнопольский. Встреча прошла в представительстве Меджлиса крымско-татарского народа в Киеве. Политики, общественные деятели, представители СМИ обсудили с творческой группой планы певицы и возможность оказания необходимой помощи для их реализации. Времени немного, говорит продюсер, а проблем хватает. Джамала ведет переговоры с авторами эскизов платья. Сейчас у нас происходит. Сейчас мы занимаемся фандрайзингом, мы в поисках финансирования дополнительного. Это то, что занимает больше всего сейчас времени и усилий. Идет активная подготовка
всех направлений по Евровидению, да, это и техническая поддержка, и художественная часть, там, пошивки костюма, в общем, этих нюансов масса, я не буду тоже углубляться сильно, но мы сейчас в разгаре подготовки, остался месяц, и вся команда творческая, которых, по-моему, 37 человек с нами летит, все очень озадачены. Мне прислал Рустем Скибин, что он предлагает свои опять услуги, хотя на финале было платье с его рисунками, я рассказывала о его рисунках, цветках, и он мне сказал, что он хотел бы продолжить и сделать что-то более прям специально для меня. Я сказала, что я открыта к этому, но просто отдельные принты, скажем, отдельные рисунки крымско-татарские нужны действительно, чтобы они были гармоничны с костюмом. На этом пока все. Хорошего вечера.